Такого быстрого вылетания стрима еще не было. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, и мы рады вас приветствовать. Я ведущий канала Сергей Тихий, а это Виктория. Всем привет! А, Хочу всех поздравить, подписчиков, с прошедшим 9 мая. Видео выйдет завтра утром. Почему я не поздравлял всех 9 мая? Мне очень обидно и грустно, что происходит в нашей стране. Почему наши деды воевали не за то, что сейчас происходит. Конечно, все так развалили, просто все просрали. Я была удивлена, что никто из стран, да, не проводил парадов, да. Единственный Лукашенко в Белоруссии провел парад Победы, сказал очень хорошую речь. Я им восторгаюсь, уважаю. Он единственный не побоялся. Он единственный сказал, что вся эта пандемия – это фейк, что он не собирается разрушать экономику своей страны. И он молодец. Это я видела в прямом эфире парад, и люди со всего мира писали, поддерживали на этот канал. Со всех стран люди были рады, что хоть кто-то почтил память павших в боях. И, кстати, Да, у меня и есть в общем. знакомый друг, который занимается поисковыми. То есть поисковик поднимает бойцов. За этот месяц, получается, они нашли 2 бойцов. 2. Да, зачитаю. Так, ну вот сейчас начнем про наши новости в Якутии. Сегодня в 3 часа дня наш глава Айсен Николаев провел небольшой брифинг. Вот, я вкратце расскажу, что он сообщил гражданам республики. Значит, первое, в Арктике, в арктических зонах Якутии снимаются все ограничения. В Якутске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. В Алдане снимается карантин, но будет режим самоизоляции. Учеба в школах закончится до 30 мая. В Якутске, Нерюнгри, Ленске, Мирном, Покровске, Жатае и Бестяхе режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Вот. И вот новости. Честно, я хочу с этими больными, кто действительно болен этим коронавирусом, хочу встретиться и посмотреть, а правда ли они больны. Что-то меня терзают дикие сомнения. Все в этой правде и все в этой истерии. Я лично хочу своими глазами увидеть. Так. Всем родственникам, особенно брату, маме, она сейчас нас смотрит. Привет. Из Екатеринбурга всем землякам своим привет. Марина Изместьева хай пишет. Татьяна Иванова привет, семья пишет. Дядя Леша, Настя Лисица, всем привет, мы на даче, пишет Настя. Антон Бобылев, привет-привет. Сулейман Умаханив, салам, Сережа. Так, Эрна Лыксик приветствует. Марина. О, начался годный стрим. Запасаемся чаем, печенюшками. Топовый тихий. Елена Тарасова. Привет, привет. Мир вашему дому, пишет. Сейчас, получается, стрим будем проводить каждое воскресенье. Вот. А так будем по возможности видео выпускать. Кстати, со дня на день должна река тронуться. Я смотрел по вышкам Ростелекома, там еще пока стоит лед. Надо сходить, посмотреть. Но смотрел сегодня Олеся Петрович, по-моему. Канал. Да.
И у них Белю уже пошел. То есть и наша скоро должна река пойти, если не пошла уже. Пойдет, вот, наверное, завтра, послезавтра. Мы, наверное, завтра поедем посмотрим. Сережа потом сделает специальный ролик «Ледоход на Лене в Якутске». Очень ждет Сережа. Надеюсь, мы не провороним. Мы будем с разных точек снимать. Будем снимать с 202 микрорайона. Потом поедем на Табагинский мыс. Там будем снимать. В общем, планы у нас грандиозные. Да, Настя пишет, у нас, чтобы от человека отстали с этим вирусом, вымогали деньги. Настя, прямо у человека вымогали деньги? И сколько просили? Ну, это вообще наглость, да? Марина из Местева. Как настроение, семья? Хорошо? Хорошо. Я тут смотрел ролик такой, мне чисто случайно прислали в WhatsApp. Вот. Человека остановили для проверки документов, и там, получается, ДПС стоит и росгвардейцы. Росгвардеец. Человек к нему обращается. Представьтесь, росгвардеец отвечает, нам типа не положено представляться, сотрудник Росгвардии. А водитель ему, недолго думая, вы спецподразделение по избиению студентов и разгону демонстрантов на мирных митингах для выкручивания рук дедушкам, бабушкам. Вы такое, что ли, спецподразделение? О, стрим вылетел. Братан, ты чё? Ты хоть смени ник. Денис, привет, смени ник. А я что такая читаю, Марина из Местева. И самый первый поздоровался. Да, вот, Татьяна Иванова пишет, в Екатеринбурге казак Сабуров сделал автопробег с флагами красными. Проблем власти не создавали. Я смотрел в Москве, получается, после проведения митинга, пошли, короче, ветераны, почтить память усопших. Вот, и их всех, получается, задержали. Это что такое? Что это такое за беспредел? И, получается, где еще задерживали? Да много где задерживали. И смотрел тоже последний Крик. Крик ТВ, по-моему? Нет. Да, Крик ТВ, по-моему, смотрел. Да, Крик ТВ. Получается, там тоже немного очень так задерживали людей, которые вышли почтить память усопших, которые погибли в Великой Отечественной войне. Потом смотрел Леху Кочегара, тоже их не пускали в сквер к вечному огню. Ну это что такое? Просто они для себя сделали День Победы, отмыли деньги на салютах, не на салютах. Ну. То есть, получается, у нас можно теперь отменить праздник. Я вообще не понимаю, только для избранных сделать. И потом нам еще говорить, как нам жить. Это что такое? Вы сами сначала научитесь жить нормально. И научитесь высказываться при народе. А то вы оденете по 300 тысяч, по 400 тысяч свои фраки и думаете, что вы такие крутые. Нет, ребята, вы не такие крутые. Болезнь всех скосит. Никого не пожалеет. Настя пишет, извиняюсь, у меня руки в земле, писать неудобно, не спрашивала сколько, но приписали вирус уже 3 людям. Елизавета Попова, привет. Эрна Лыксик пишет, в Улан-Удэ тоже был автопробег с Баировым, проблем тоже не было. Вася Петров, привет. Так, Денис пишет, я не при делах, оно само. Кстати, маме рукой помаши. Привет. Так, Уссер какой-то, здравия всем. И вам также. Тему чуть-чуть подожду, да? Какую? Ладно, пока нет. Так, говори сразу. Сразу говорить.
В общем, сегодня мы узнали не очень хорошую новость от Саши Шамана. Дело в том, Я, что я не Дело интересуюсь. в том, что Саша создал канал, WhatsApp группу, называется она группа поддержки шамана. Там люди со всей России и зарубежья, и дальнего, и ближнего. Все, кто хочет поддержать, кто хочет пойти с Сашей в поход, все в этой группе. И сегодня Саша написал тему, у него, значит, 4 часа каждый день, небольшие стримы по 2 часа, именно аудиозаписи. Он не в видео выходит, а в аудио. И, значит, каждый день у него, тема соответствующая. Вчера был День Победы. Сегодня оказалась очень странная тема, как вы представляете поход, да? И второй вопрос был, что вы будете делать, если меня убьют. Вот. Через некоторое время Саша следующее написал. Мы все были, конечно, удивлены, в шоке небольшом таком. Вопрос оставляю открытым. Что вы будете делать, если меня убьют? От себя скажу. Когда меня убьют, похороните меня достойно, на возвышенной местности. Рядом поставьте серьге, и чтоб звучала моя любимая музыка. Аминь, дом. В общем, я лично Саше написала свое мнение во всех группах и лично ему. Я понимаю, потому что я на себе тоже испытала, Сережа тоже. Мы через это проходили, мы знаем, как действуют эти люди. Я не буду говорить, кто, вы поняли. Поэтому, Преступное да, сообщество. я понимаю, что на него надавили, я понимаю, что ему идут угрозы, что они ему угрожают. И я так и сказала Саше, не поддавайся, не падай духом, не показывай им свою слабость. Не надо, я заметила еще вчера вот его такое настроение. Я сразу еще ему вчера написала, что случилось. И не надо отмалчиваться, не надо скрывать от всех. Саша, вот к тебе обращаюсь, скажи нам, не бойся. Если ты будешь молчать, они будут этим пользоваться, они еще больше будут на тебя давить. А если ты сейчас всем об этом скажешь, они не тронут тебя, не побоятся. А самое смешное, знаете, чего они боятся? Они боятся огласки, особенно в Да, местных газетах. да. Они другие боятся, а вот когда в местных газетах начинаешь оглашать, что действительно происходит, они начинают побаиваться. И с таким трепетом начинают к тебе относиться. Да, поэтому, Саша, лучше говорить об этом, не скрывай. Скажи, пожалуйста, если на тебя есть давление, не молчи, сообщи во все СМИ. У тебя очень много друзей, знакомых в средствах массовой информации, на телевидении, везде есть люди, которые не будут молчать, не испугаются. Не скрывай, пожалуйста. И не говори больше, не допускай таких мыслей. Я тебе написала, что ты будешь жить долго, что ты умрешь в старости, ты как Все, мечтал. давай не будем Да. о грустном. Вот. Так что, Саша, все будет хорошо. Не поддавайся. И хочу еще такую тему затронуть по поводу троллей, что якобы я как-то с Наташей когда-то пересекался, может быть. Вот, я вам сразу открыто говорю, что я даже ее не видел вживую. Как я могу с ней пересекаться, и тем более те сплетни, которые собирают люди в отношении троллей. Это действительно не так. Вот сами даже возьмите, состыкуйте. Я был 7 ноября я оттуда уехал, а Наталья приехала в декабре. И какие, может быть, что, если ворон оговорился, что тут такого?
Да. Вы внятно послушайте, о чем он разговаривал. Он оговорился, блин. А Нет, мне, он не мне тут оговорился. Он он, сказал сначала, вот Вику, значит, знаю, видел, а знаю он лично. сказал тихий, Потом, есть. нет, потом он сказал, Вику Тихий, он имел в виду меня, и фамилия Тихий, понимаешь? Он не тебя имел в виду, он имел Но меня в виду. люди-то расслышали как. Да. И понесли, Он- понесли. Вот многие, кстати, люди думают, что Тихий это твоя фамилия, и приписывают уже мне, говорят, Вика Да, Тихий. Тихий это да. моя фамилия, я с ним. И вот Женя просто в ролике так и сказал, Женя Ворон, Вику там знаю, Тихий, значит, я Тихий. Он был, конечно, он был чуть подвыпивший, и речь такая невнятная. И потом он сказал, а с Наташей я жил. Он имел в виду, что он жил, а не Сережа с Нет, ней не жил. слышно этого было. Все, давай, Да. поехали, короче. Ну, в общем, мне потом мы связались с Наташей, я потом Наташу успокаивала, потому что на нее тоже вот это давление было. Она устала всем писать, отвечать. Разругался с Викторией из-за этого, то, что я не хочу копаться в этом грязном белье. Да, мы с Наташей хотели сделать стрим или видеоролик, чтобы Сергей сказал об этом. Но он не захотел, но вот зато сейчас говорит. Да, сейчас Сейчас решил сказать сам, не по сценарию. Давай, что он в комментариях пишет? Так, Эрна Лыксик пишет, так, в ЛНД тоже был автопробег, потом у Кочегара в ролике писали, и Лена Тарасова пишет, пускали группами к вечному огню по звонку главе города или какому-то начальнику. Вот. То есть праздник получается для избранных. Да. Денис пишет, у нас хуже, Камышлов закрыт вообще, на въездах стоит ОМОН по причине, что в Обуховский санаторий привезли 300 человек заболевших. Я знаю об этом. Ужас. Сергей Ник, привет. Пишет, привет, 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 главное всем. Ник такой. И пишет, привет, как у вас дела? У нас все хорошо. Настя пишет, чем больше людей знает, тем больше вероятности, что его побоятся тронуть. Тоже заметила вчера, что-то он паник. Да, Настя, вот ты тоже видишь, какая интуиция у тебя и замечаешь настроение людей. Ну, тут я смотрю, тролли добавились. Да, Два тролля я точно тут Бог вижу. с ним. Привет всем. Да, я такая, пишет Вика Веселушка. Хохотушка. Да. Ну, у Кочегара я не видела, что там пропускали. Ты видел? Нет, я тоже не видел то, что... Нет, я видел, какие, допустим, в военной форме подходили, звонили кому-то, и считаю, что их запускали. Я вот этот момент видел. У Лёки Кочегара. Да? А, он же сейчас Тихий Кочегар. Алла Барская, здравствуйте, вы молодцы, что не молчите, говорите, но будьте осторожны. А про Ворона я поняла, что оговорился. Тихий – это не фамилия, я ее знаю. Да, Алла, Ворона оговорился, имея меня в виду, что Вики Тихий, да, Вика Тихий имела в виду, а не его, а меня, потому что там назначили 3 казначеев, и вот сейчас меня начали все путать, я еще раз вот сейчас в стриме скажу всем, что это не я казначей, есть Виктория Каилана, она давно поддерживает тоже Сашу Шамана, она очень хороший человек, честный. Второй раз вылетел, тут первый раз в самом начале стрим. Ничего страшного, помешивает чуть-чуть. Мешает. Да. Так, трижды Хроник Шнапсовет пишет, я не тролль. Хорошо, мы тебя знаем. Привет всем пишет, я не тролль, я обычный гражданин. Настя Лисица, у вас снег выпал вчера? Да, у нас снег выпал вчера. Нелетная погода. Обещали, кстати, парад. Нет, не парад, а как называется? Пролет самолета. Да, самолеты должны были у нас пролететь. Но из-за погоды, из-за того, что у нас был снег, отменили. Сказали, что по всему Дальнему Востоку должны были представления это показывать, да?
Но нет, у нас нет. Да мне кажется, это был просто очередной... Хитрый ход. Да. Дали надежду, и тут тебе бац, пробку Мгм. держи. Так-то самолетом все равно, снег, не снег, они Мгм. пофиг могут взлететь. Александр Антипин пишет, да, они даже праздник приватизировали. Мгм. Мне интересно, что они скажут, если, допустим, вот деды их не живы были, которые действительно воевали, кровь проливали. Что они скажут? Я типа продался, я служу Да. преступности. Я говорю, как можно было, да, в юбилейный год, 75 лет, все его так ждали, эту дату, и вот так вот, да, Это просто, вот так понимаешь, вот. это просто плевок в лицо Да. народу, открытый плевок. Вот лично я даже очень собиралась. Мы каждый год в апреле у нас идут репетиции. Мы идем маршем на параде. Вот, допустим, я иду со своей собакой. У нас есть группа людей, да, собачников, которые участвуют в параде ежегодно. У нас много, человек 100, наверное. Мы идем своей колонной Федерации ездового спорта. И мы со своими собаками в военной форме проходим, значит, по нашей площади Победы. И в этом году мы собирались, вот мы именно хозяева ездовых собак северных, наша очередь в этом году. Мы думали, что в этот юбилейный год мы пройдем торжественно, гордо во главе колонны Федерации ездового спорта. И вот так вот нас опрокинули, и ветеранов, просто весь народ. И это просто позор. Вот больше у меня слов нет. Просто позор. Сходил Белого, проверил. Отдыхаю. Сергей Ник спрашивает. Серега, как дела? У тебя домашние дела все переделал? Теплица не упала? Нет, теплицу не сдуло, стоит. Сейчас заказал интересную такую посылочку, где-то через 10 дней, наверное, придет, и буду дальше снимать продолжение видеоистории с автомобилем. А, кстати, сегодня мы пересаживали рассаду. Сережа сделал мне полочки на окнах, так что у нас прям можешь показать. Сейчас Сережа покажет, как у нас красиво на окошке. Вот так вот. Вот. Я сегодня рассадила последние помидоры. У нас, кстати, уже огурцы начали цвести. Да, уже цветочки. Сережа так радуется, что у нас уже цветут огурцы. Скоро будем собирать первый урожай. Я, кстати, смотрел, тут что-то листал ленту, и мне попались, как дома выращивают бананы. Прям реально берут бананы и выращивают. Давай. Что-то мне захотелось Давай. Все, Будем я пойду растить банан. бананы. Представляешь, будем сидеть такие, и бананы такие. Я пальму банану. Так, Салима. Привет, пришла Привет. Салима. Настя Лисица пишет, ну по поводу дедов я видела немало людей, которые не уважают даже родителей своих. Что о дедах говорить? Ну, согласен полностью. Трижды Хроник Шнапсовет пишет, я не Эра. Но это неправда. Мы знаем, что ты Эра. Кстати, привет. Салима Джи. Почему ты постоянно ники меняешь? Ну, потому что ее удаляют отовсюду, когда узнают, что она Эра. Салима пишет, тихий, все в трудах, молодец. Сегодня что я делал? Сегодня я почти ничего не делал. Дениска говорит, что такой Сережа серьезный? Ну ты мастер-ломастер. Кстати, это, братан, напиши в чат, мама не отправила еще посылку. Неизвестный номер, мы вас не извиняем. Вы очень нескромный человек. Это мы не обсуждаем.
Татьяна Иванова пишет, молодцы, огородники. Спасибо, Татьяна. Да, приехал, тут огород поселился. Молот и наковальня, привет. О, приветствую тебя. А, Вечный царь пришел. вот я, Эра, пришла. Эра со всех ников сидит. Сколько у тебя Да, их? сколько у них? Штук 5-6, наверное. Алекс С. пишет, кто казначей-то в итоге. Вот я начала, и стрим сбился. Значит, 3 казначея. Виктория Каилана, это другая Виктория, она давно помогает тоже шаману. Вы ее, наверное, помните, она изготавливала вот эти вот надписи «Шаг», печатала. Нет, она же не появлялась с этими вот, с ленточками. Ну, она стояла, вот которые баннеры, да, когда был митинг на площади. там их много людей было, 300 с лишним человек. Ну, в общем, это Виктория. Вот она печатала все баннеры, значит, вот эти вот таблички, тихий шаг, да, ой, тихий шаг, ой, извините, шаг. Тихий шаг. В общем, я помню, ты ходил вот с этой табличкой шаг. В общем, вот эта Виктория, она казначей по Якутии, потому что ее здесь мы все знаем. И Раиса, жена Пети Печника, она тоже второй казначей по Якутии. А по России уже, ну, как бы по всей стране, Все. это уже Наталья. Вот. Попробуйте манго вырастить, пишет. Манго я не пробовал. За месяц целое дерево. Прет как на дрожжах. Манго? А где найти манго? Дениска пишет, мы с мамой стрим твой смотрим, улыбнись. А это посылочку будете отправлять? Закиньте, пожалуйста, набор с трещоткой. Полностью там трещотка, переходник получается. Ну, братан, блин, позвонишь мне по WhatsApp, ну, там, покажешь, я тебе скажу, что закинуть. Так, Вечный царь пишет, я Эра, мы знаем. А Шнапсовет это Юра Антонов. Мы знаем, что это Юра Антонов, но мы не знаем, кто такой Юра Антонов. Да. Мы знаем, что это Юра. А кто такой Юра Антонов? Но это тоже, мне кажется, это ты. Такая из двух аккаунтов одновременно. Неизвестный номер. Я схожу с ума от этой изоляции. Неизвестный номер, вы одни сходите с ума с этой изоляции. Вот знаете, когда птицу, которая летала, ее взяли, в клетку засунули и кандалы ей одели. Вот сейчас такая же ситуация. О, агент наш пришел 007. Привет, что скучали? Скучали. А то... Так, молот и наковальня пишет, у меня скоро печень сядет с этой самоизоляции. Закрываются границы, вся спивается нация. Не помогут вам таблетки, только горы туалетки. Самоизоляция. Джон пишет, долгожданный. Да, долгожданный. Сколько мы неделю, наверное, молчали. Дениска пишет, на той неделе жди. Отправь. А ты мне сначала позвони, чтобы я там сказал, какой инструмент. Ну, чтобы небольшой вес был. Видишь, в чем дело. Неизвестный номер пишет, отмените карантин, пожалуйста. Издаю указ всея Руси, царя. Вы свободны. Идите. Идите. Мы отменяем карантин. Скажите, что Серега с Викторией объявили. Дядя Леша пишет, самое лучшее вообще без казначеев, как год назад. Ну да. Салима пишет, я думала, ты стала главой Центробанка. Такой сзади сейф стоит на фоне. Наталья Сипенкова пишет, Вика, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Давно вас не было, пишет. Да. Да, давненько не выходили в стрим.
Да, агент 007 пишет, все явки тут покажите все. Да, потому что вечный царь это эра, новая эра. Пишет Шнапсовет, это Юра Антонов. Да, Ира, я говорю, что это Юра Антонов. Ну кто такой Юра Антонов? Мы не знаем, кто такой Юра Антонов. Алекс С. пишет, а где Айхал? Ну где Айхал? Дома у себя Айхал. Петр Михайлович пишет, тихий, скромный, красивый, добрый. А рядом кто? А рядом совсем не скромная, совсем злая. Я аж покраснел, реально, когда я зачитала, я аж покраснел. Это дружище, это Виктория. Серега, а Дениска это старший или малой брат? Это самый малой. А разгильдяй по жизни. Не учился в школе. Салима пишет, шамана повязала, что ли? Кто повязал? Да никто ничего не повязал. Просто он паникует пока. Дениска пишет, не пали контору, какой брат? Ну что ты, братан, подумаешь, вся будет знать. По секрету всему свету, по всему YouTube будет знать, что ты мой братан. Прославишься. Да. Будут. Можешь открыть свой канал. Да. Я думаю, с радостью тебе подпишутся. Будем вещать двойной стрим. Еще и старшего подключим. Будет семейный подряд. Семейный подряд. Дениска пишет, меня и так в Камышлове достали. А что, нормально? Вот прикинь, как будут доставать после того, как ты вместе со мной в YouTube выйдешь. Сразу будешь как местная знаменитость. Давай сфоткаемся. А правда реально, брат? Настя Лисица спрашивает, у меня на маленьком дубочке кто-то листья грызть начал. Не знаю, что делать. Я предлагаю намазать перцем. Я не знаю. Настя, посмотри в YouTube. Там по-любому должны быть ответы. Потому что я, вот, допустим, что-то не знаю, я постоянно захожу в YouTube и забиваю этот вопрос. А обязательно ответ найдется. Дениска пишет, ага, вход бесплатный, выход питик семейный подряд. Вход бесплатный, выход платный. Виталий Захаров, привет, земляне, с прошедшим праздником. Привет. Так. Молот и наковальня, поход будет? Да, Саша собирается после СЭХа 21-го будет СЭХ, 22-го поход. Неизвестный номер. Шаман сегодня в группе спрашивает, если он умрет, как мы будем его хоронить. Я уже это говорила. Немножко отмотай назад. Эрнел Иксик, неужели Ворон купил грузовик? Да, по крайней мере, пока он не покажет, я не поверю. Он фото не показывает, отказывается, поэтому мы пока не верим. Когда увидим, тогда. Ольга Хромовских, привет, добрые люди. Привет, Ольга. Я сидел, считал, если, допустим, с Екатеринбурга до Якутска отправлять, до Иркутска отправлять поездом или фурой, где-то на 50-60 тысяч отдать за перегонку на автовозе. А в поездом получается где-то на 55, по-моему, стоит поездом. Что там? Дениска пишет, ты что, братан, толстеешь, как на дрожжах? Да, дрожжи кушаю. Бросил работать. Неизвестный номер пишет, а я верю про грузовик.
Не знаю, я пока не увижу своими глазами, потому что знаю, какой это человек и как он себя ведет, как он может обмануть. Салима Пока не пишет, увижу. пернатый любой грузовик покажет, и все, и вы тогда поверите? Нет, не поверю. Ну нет, мы не верим. Мы не А, верим. кстати, он же говорил, что он народу принадлежит. Да. Дай ключи. Я знаю, что ты будешь смотреть этот стрим. Я хочу посмотреть и прокатиться на нем. Да. Я ради Вот, такого, вот первый Сережа на нем поедет, да. я ради такого даже прилечу в Оренбург. Только, наверное, меня там сразу повяжут. Дениска пишет, скоро, глядишь, в вещи не влезешь. Не, пока влазим с мылом. Эрна пишет, что-то не верится. Неизвестный номер пишет, я бы хотел присоединиться к группе, тоже хочу машину. Я тоже хочу машину. Так, о, комменты не проходят у вечного царя. Скорее всего, типичные комментарии пишешь либо с цифрами могут не проходить, и со словом Путин не проходит комментарии. Ольга Хромовских пишет, еще Ворону легковое авто подарили, какой-то добрый дядька. Сам он в стриме говорил, да, у него 2 машины уже, вот, легковая и Завтра грузовик. будет 3. Мне понравилось, кто-то в комменте написал, а танк когда подарят? Джон пишет, Серег, а что видос про машину свою когда будет? Когда инструмент придет, я буду ее дальше разбирать. Там надо по мотору чуть-чуть посмотреть, то есть вскрыть головку, потому что машина стояла без масляной крышки, и я считаю, что туда мусора очень много нападало, вот придется вскрывать мотор. А Сережа заказал инструмент. Не под контору придут. Придут Блин, все, короче, придет посылочка через 10 дней, буду разбирать. А так я всю проводку полностью у них уже перебрал, там даже зеркала с кнопочки теперь складываются. Неизвестный номер. Тогда я вообще хочу стать шаманом. Давай, становись. Бубен тебе Давай. подарить, Давай. дружище. А тут, кстати, бубны уже продаются в Якутии. Дениска спрашивает, что за аппарат, если не забудем? Инструмент. Ну скажи. Скажи, какой? Да и он мне позвонит по WhatsApp, там у меня стоит ящик с моими трещотками, то есть маленький набор инструментов у меня там есть. Вот, его надо будет отправить и в вартоп там с удлинителем. Настя, что ты смеешься? Настя что-то смеется. Даже заспалили контору. Ну. Как у вас погода, ребята? У нас снег, а у вас? Так, Салима пишет, теперь Виктория на служебном авто будешь кататься. Да, только его доделать надо еще. Там с документами еще небольшой нюанс решить. Да, Татьяна Иванова, как сделает, покажет, пока у Сереги ремонт в процессе. Я Да. снимаю, какая она приехала сюда полностью, у меня это все есть. То есть, надеюсь, за месяц сделаю, может меньше. Дениска спрашивает, что за машина. Что за машина? Дениска, он тебе потом напишет. Я тебе фотку, братан, отправлю. Там Lexus 800 без мотора. Точнее, там мотор есть, но как у Флинстоуна ноги так в пол. Пол побрызг грызли. Эра пишет,
В общем, написала без цифр и все равно не проходит коммент. Не знаю, может, в спам как-то попадают. Настя смеется, говорит, да, что спалили, из этого смеется. Вот видишь. Настя пишет, у нас плюс 30 было. Ничего себе, у вас жара. Я смотрел тут фотки у себя. Настя, ты отправляла вот видео, такие красивые цветы у тебя, вообще такая красотища. У нас такие цветы только в конце июля. Смотрел фотки со своего родного города. Блин, капец, там уже все зелено. Кстати, Екатеринбург самый продвинутый город, оказывается. Вот, знаете же, светодиодные уличные фонари, они же очень дорого стоят. Наши смышленые ребята умудрились их скручивать и продавать на Авито. Понимаете, за один фонарь 2500. Просто приехал, 5 минут выдернул, уехал. Все. Моментально. Алла Барская пишет, у нас в Хабаровске прохладно, шел дождик. Татьяна Иванова, Серегу на оклад в качестве личного водителя $1000. $1000. Что-то дороговато. $1000. 60 тысяч. 70 тысяч. Так, Аркадий Худяков пишет, привет. Сегодня у Виктора Егорова Дед Мороз день рождения. Я уже поздравила. О, я не поздравил. Ну, поздравим. Поздравим обязательно. Мы ему прям позвоним лично. Я лично позвоню и поздравлю. Если он трубку возьмет. Возьмет. Дениска пишет, ага, так и представил. Сел, ногами побежал без двигателя. Ну, ты же Флинстоуны смотрел. В принципе, братан, можешь, если есть желание, можешь приехать помочь. Да, приезжай, Дениска, ждем. Мы тебе выделим отдельную вип-конуру. Елена Тарасова пишет, по изначальному правилу шамана надо идти за тележкой поэта Димы Пипец. Годика через 3-4 как раз дойдет до Москвы. Так, трижды хроник. Что в теплице планируете сажать? Помидоры. Огурцы, арбузы, дыни. Еще одна рядом теплица появится. И еще будет. Сережа сделает огород, грядки, и там будет много-много всего. И морковка, и свекла, Надо и сначала перцы, только, и правда, всё. землю оттаять. Ну, оттает она. Мы сажаем, кстати, в конце мая. Вот. Мы сажаем раньше. А в Мы конце уже мая. 10 или 18 уже все сажаем. Так. Татьяна пишет, у вас на фотообоях пальма пожелтела, Сережа, надо полить. Кстати, я ее не поливал. Кстати, Сережа, всем поливами Сережа занимается. Вот. Всю Они, рассаду кстати, Сережа поливает. Они, кстати, так бешено начинают расти, я не знаю, почему так. Рука легкая. Вот. Нет. И, кстати, блин, прорастают там, где не должны прорастать. Там еще по 2 вылазит, по 3 вылазит. Да, он сегодня приходит, мне приносит, говорит, смотри, говорит, этим парням, говорит, уже тесно, а там в одной коробочке уже 2 огурца. И так смешно было. Этим, говорит, парням тесно. Так, трижды хроник пишет, еще люки канализационные продают, тырят. Кстати, да, особенно пластиковые, потому что, ну, железные сложно продать, а чугунные сложно продать, а пластиковые гораздо проще. Так, Эра, я поняла. ВСС появился, а что не здороваешься? Все места с зарплатой $1000 заняты старостинами. Ты все с ней воюешь. Да, опять. Привет, привет. Так, Дениска пишет, я пас, я и так мотор собираю. А что за мотор ты собираешь, интересно? Вы мой велик только, пожалуйста, не трогайте. Я сегодня заходил, нет, вчера заходил и грустил. Смотрел Скучает. на фотографию, блин, кого нам... По велосипеду скучаю. Да, я тебе скинул
скрин, посмотри, сколько он стоит. Федор Огнев, привет, привет. Ладно, Ириша, мир, прости меня. Так, Дениска пишет, Серега, главное в теплице марихуану не выращивать. Марихуану не буду продам. Тут, блин, стукачки не дремлят. Махом настучат. И там тебе и марихуана, и Сваты 7, привет. И добивана будет. Потом решетка. Сергей Ник пишет, Серега, больше сади огурцов, помидоров. У нас, да, получается, у нас огурцов будет много и помидор. Помидор больше будет. Помидоров очень много. Кстати, надо посчитать. Я хотела сегодня посчитать и забыла. Ну, мне кажется, больше 40 кустов, наверное, было. 50, наверное. 50 кустов, наверное, помидоров. Я тоже так думаю. Мы раньше, получается, я помню, мама, я знаю, что ты смотришь, вот, и, получается, у нас не успевали дозревать. Вот, мама меня коробку собирала и под кровать. А мы маленький что, раз, через 2 дня, раз, достанем, посмотрим, где там красный, раз, что-то запилось, что-то задвинули, и без палева. Кстати, мне сказали, что можно их замораживать, прям зеленые, в морозилку, а потом, говорит, достаешь, и они прям свежие. Замораживать можно. Геннадий Бугаев, спасибо. ВСС, смотрели парад Победы в Минске, все без масок и никто не умер. ВСС, я об этом говорила в начале стрима. Я не помню, где-то какой-то я парад смотрел прям вооруженного солдата, ну, из парада прям вытаскивали. Ему что-то плохо стало. Сознание теряет. Да. А ВСС именно пишет, что они без масок и никто у них не умирает. Да, Лукашенко в который раз доказывает, я всегда про него говорила, что Лукашенко всему миру доказал, что нет этой пандемии, что это все придумано. Они не признают всей своей страной, да, вот. И никто у них не умирает, они прекрасно живут. Никакой у них эпидемии, никаких у них там болезней, этих переполненных больниц. Все нормально. Так же и у нас было бы, если бы кое-кто не поддался этой мировой, как мировой закулисью. Нет, как же слово? Да знаете, как марионетки вот. Да. Все. Мировая истерия, вот. Да. Что это, господи, я не могу прочитать. Приветствую всех, друзья. Ну тут вообще просто набор букв какой-то. Да, смотри. Наталья Сипенкова, вы клевые, молодцы. Сижу, смотрю вас, мы почти друзья. Шаман нас объединил. Да, спасибо. Тимур Ким, всем привет. И тебе тоже. Елена Тарасова, есть фото в интернете, там ворон в костюме, белой рубашке со своей свадьбы с девицей. Внешне похоже на кореянку или якутянку. Не знаю, мы не видели такое фото, не знаем. Но я знаю точно, что он... Скинь в личку тогда 8 982 67 25 822. Скинь в WhatsApp. Я знаю точно, что Женя был 2 раза женат, и у него от первого брака дочь есть. Ну и все. Давай не будем в этих грязных трусах копаться. Тамара Атласова. О, Тамара Георгиевна, привет. Здравствуйте, привет. Тамара Георгиевна. Добрый вечер, Вика. А можно твой номер телефона? Сергей спросила, но он игнор. Я очень хочу, я скучаю по вам. Я хотела у Сережи тоже ваш номер взять. Я после стрима перешел. Я вам в комментах написала, спрашивала, как вы. Вы не ответили. Не приходят уведомления, наверное. Дениска пишет, велик норм, под охраной 7 сгнила. Да, пофиг, наверное, пусть сгнила. Главное не сиди в ней. А то провалишься, как Флинстоун. ВСС пишет, в Беларуси нету детской смертности и персонал взятки не берет. Рекомендую посетить Минск. Да, спасибо. Я, кстати,
У меня там друг живет, звал нас, уже нам дом там присматривал. Да, когда вот это вот вся началось Мгм. преследование меня. Да. Я думала, что нам Ноги. придется, да, делать ноги, убегать. И самая хорошая страна по всем параметрам, да, по экономике, по экологии, да вообще Но по я всему. знаю, что эти скотины перед чем не остановятся, они будут давить на родственников. Мгм. Да. Сергей Ник, а дети мучаются с этой дистанционкой? Что слышно? Долго еще этот дурдом будет продолжаться? Да, дети мучаются. Я знаю это по своим детям. Они страдают, очень скучают по школе, ненавидят эту, как они тоже говорят, этот вирус. Они тоже, как и мы, придерживаются таких же взглядов. В общем, дистанционку решили продлить у нас до конца мая. Хотя предложение было от товарища нашего, да, до 15 мая, но наши решили до конца мая. Вот будем мучиться до конца мая. По-моему, об этой удаленке записывал ролик канал «Хватит молчать». По-моему, Сейчас много кто, да, очень много кто пишет. разносит. Некоторые сайты вообще виснут, некоторые вылетают, некоторые прям вообще криво работают. В некоторых дыры вот такие вот сквозные, что там можно без ключей заходить. Так, в Беларуси нельзя быть безработным, штрафуют. Ну, как в СССР, видать. Но, так, Дениска пишет, люди, хватит этого карантина, люди уже с ним дуреют. Да. Братан, правильно. Дениска, мы его отменили. Все, иди. Тебя твоя любимая ждет. Ну, мы ходим, живем, как обычно. Даже нисколько не помешал вот этот пропускной режим. Пофиг. Так как ходил, так и буду ходить. Не буду я регистрироваться, не буду никакие прописки выписывать. Пошли они куда подальше. Я не раб, я человек. И мои права никто не может ограничить. Я открыто это говорю. Мне кажется, что сейчас они немножко сделают послабление, да, а потом опять начнут гайки закручивать. Екатеринбург опять отличился, получается. Они придумали, как загнуть эту систему, получается. И мало что они отстаивали сквер. Теперь доберемся до всей России. Я, кстати, присоединился к этому движению. Так, трижды хроник. Мне кажется, это Петр Захаров. Да. Пишет, тортик есть? Вот Петр Захаров всегда про тортик спрашивал. Да, есть. Кстати, после стрима мы будем его кушать. Делал Сережа. Да, кстати, и в этот момент меня снимали, как сделали тортик. Я его поснимала? Да, но я этот момент не вставил в видео. Видеть завтра там стих такой хороший получился про День Победы. Не хочет он. Я его снимаю, как он тортики делает, там что-то Вот, готовит, а он не хочет. Понимаете, дело в том, что нельзя повторять одно и то же, просто это людям интересно. Скажите, вот интересно же вам Нет, посмотреть, когда как повторяться, он готовит? когда Почему повторяться. повторяться-то? Нет, когда ты готовишь Там один... очень интересный Стоп. момент. Подожди. Вот опять будет Настя меня ругать. Настя, ругай его. Вот, Ругайте там, его. подожди, секундочку. Получается, когда готовишь один и тот же торт, то это неинтересно людям, когда ты один раз, второй раз, третий раз. Но я понимаю, там, через год, через два ты снял это же, но не каждый неделю, каждый месяц вот это одно и то же. Это не будет нравиться. Вообще-то с того ролика, где ты готовил торт, Нет, прошел уже месяц, нет, даже больше. Нет, не будет Там очень повторяться. интересный момент, где Белый просит у него пряник, прям лезет к нему, просится.
А Сережа нарезает, тортик ложит, и Белый так на него смотрит, выпрашивает, а потом Сережа все-таки кусочек берет, ему дает. Вот это я сняла, и он в ролик не поместил, не хочет. Так, Дениска пишет, кстати, твой кот 9 килограмм уже весит. Нифига себе он отъелся. Скинь мне фото его. Этого толстопуза. Татьяна Иванова пишет, берут народ на измор. Да. ВСС. Прежних куцых свобод больше не будет. Дальше гайки будут закручивать сильнее и быстрее. Чиполлино близится к концу. Да, совершенно верно. Согласна. Дениска пишет, и без нас тортик хомячишь. Он каждый день хомячит. Не каждый день торт хомячит. Чё? Он сегодня ленился, не хотел делать тортик, я его заставила. Под плеткой. Да, твой. Мой раб на колени. Я говорил, нет. Татьяна Иванова, сметанный? Сметанный. Да, видите, сметанный такой тортик, сметанный. Салима пишет, Виктория, ты тихо молоко даешь? Да, и он сам берет. Нет. Сегодня целую бутылку молока выпил. Вот так разлила. Тут смотрел, только касаться сегодняшней пандемии и истерии. То есть, иногда пролистываю ТикТок, и там натыкаюсь на видео, когда люди приносят кольца. Прикинь, семейные пары просто приносят и задают кольца. Просто им не на что есть. Там реально прям чувак снимает, и он снимает кольца. Они вместе снимают кольца. И они прям говорят, что нам нечего есть. Поэтому мы вынуждены сдать кольца. Прикиньте, какая ситуация творится. Я говорю, что такого никогда не было. Я сейчас Нет, во многих вот группах, все. там люди вещи свои продают. Я вот даже здесь вот смотрю, в Якутске объявления, здесь очень много стали продаваться картриджи, отсеки, ручки, ботинки, подушки, да. вообще все продают. Вот. А государство, просто нас кинуло. Это не то государство, которое из нас сосет соки, а то государство должно, которое помогает нам. Вот возьмите ту, которую страну мы победили, оно в итоге помогает народу. Вот реально это государство, а не то, которое соки из нас сосет. Я не есть раб. ВСС пишет, Серега хитер, птичий язык знает. Настя пишет, ладно, всем пока-пока, мы до дому, позже пересмотрим за ужином. Пока, Настя. Настя. Пока-пока. Мы всего еще 1 минуту и будем закругляться. Артем Шейнин что-то написал, и у него удалилось или сам удалил. Сам удалил. Тимур Ким про золотой миллиард, что скажете? Возможно, это правда. Татьяна Иванова, Сергей, вы пристроили эту собачку? Нет, не пристроили. О, Она в вольере сидит. Виктор 55, всем привет. Что-то, Виктор, ты поздно Да, пришел. поздно пришел, дружище. Сергей Ник пишет, ага, в прошлый раз Серега шашлыки жарил, один, видать, все слопал. Нет, не один. Со всеми Нет. поделился. Кстати, Сережа так хорошо жарил шашлыки и постоянно там сидел, а мы только кушали. Он нам приносил, мы ели. И мне кажется, он вообще не ел. Он даже с нами не сидел за столом. Настя Лисица пишет, мне потом фото кота тоже скинь, хочу кота посмотреть. Да, кстати. Спасенный от смерти 2 раза. ВСС пишет, покупное магазинное это не молоко, нужно свое иметь. Ты опять начинаешь про козу, да? Да. Кстати, подари нам козу. Вот когда подаришь нам козу, вот тогда и будешь советовать. А так у нас магазинная, у нас, я говорила, хорошая фирма, молочный дождик, очень вкусная. Жалко, что с моего родного города цыплята не доедут. Я вот просила в Праэле.
Но мама бы отправила, да? Ну, жалко. Елена Тарасова пишет, вчера в ролике Кочегара 9 мая в небе было облачное знамение. Кочегар, как гриб со шляпкой облачной на голове или подберезовика или подосиновика плыл по небу. Фига себе. Что-то мы не заметили. Мгм. Так, Татьяна Иванова потеряла, где Петя Захаров. Кстати, его сегодня нет на стриме, в комментариях где-то он потерялся. Мгм. Ольга Хромовских. А помните, я вам писала, что кольцо сдала уже давно? Кстати, да, был такой Да. комментарий. Мгм. Жалко. Жалко, печально. Дениска пишет, Сережа птичка. Братан, ты мне фотку кота скинь, только нормально сфоткай его. Привет всем, Читинский. Кто Читинский? Подписчик, скорее всего, Читинский. Чё ты? М. Чита, привет. Забайкальский край. Татьяна Иванова, как быстро стрим пролетел, вот бы так время на работе летел. Да, кстати, вообще быстро время летит. Ну что, будем закругляться. Мы ровно час. Приходите в следующее воскресенье. Также трансляция будет. Мы просто так решили, удобнее будет. Мгм. Чем Да. каждый день стрим вести, поотвечаем на вопросы подписчиков, затронем такие злободневные темы. И может быть, не знаю. Что? Ты же, кстати, Сережа сказал, что будет только по воскресеньям. Да, по воскресеньям будем только стримы вести. Ну, друзья, всем Мгм. пока-пока. Пока. Приглашайте друзей, делитесь этой трансляцией, обязательно приводите друзей. Всего доброго. Пока-пока. Сергей Ник пишет, спокойной ночи вам, ребята. Серега, видео больше надо. У тебя ловко получается. Так что будет... Надо сходить, да. надо заказать мне новую камеру. Я нашел себе камеру. CGCam называется, с подвесом, такая ручная камера, очень прикольная. Ну, правда, дороговато. Все, Все, мы пошли. пока-пока. Всем пока.